Поэтому многие люди говорили, что они приехали, но не по тем вымогам, по которым выставляли вот гламурные там активисты либерального типа. Люди хотят справедливости. И наиболее емко эту справедливость выразили сегодня на пресс-конференции Ветераны войны за незалежность. Я рекомендую посмотреть, я тоже перепустил у себя на Фейсбуке. Пане Семене, а гламурні активісти – це хто? Я не имею на увазі что-то уничижительно, это такой легкая шутка. Гламурные активисты – это те, кто считает, что ни в коем случае нельзя сопротивляться, если тебя избивают дубинкой, и которые считают, что когда Рада посылает подальше свой народ, не приняв вторую и третью вымогу вообще, а по первому начинает издеваться, рассказывая о том, что когда-то, когда рак на горе свистнет, они примут снятие неприкосновенности, которые в 2020 году начнут действовать. Но я думаю, что люди, которые верят в подобное, могут так называться. Я это говорю не уничижительно, я уважаю их мнение тоже, просто для обозначения, так, с легкой шуткой, с легким юмором их называю. Пане Семене, виходить така ситуація, вимальовується, що частина людей вже покинула цей мітинг, частина залишається. Це зі сторони виглядає так, наче ви створили усі разом мітинг, а зараз ваші позиції розділилися. Тобто одні вас покинули, інші лишилися. Як ви це прокоментуєте? Я хотел бы уникнуть таких вот терминологий, потому что такое митинг? Митинг – это час-два в день. Люди, которые приехали туда, они же и остались. А покинули митинг люди, которые вещали с трибуны, и, возможно, какие-то партийные лица, которые приезжали. Ну, например, «Самопомощь» тоже привозила своих прихильников, и более 1000. Так они уехали еще 17 числа. Митинг и протест – это разные вещи. Кто-то может приехать на один день, а кто-то может остаться, защищаться и добиваться результата. Сейчас пришло очень много новых людей, киевляне підтримали. И лозунги понятны для всех. То есть, люди хотят жить по правилам, а не по беспредельным понятиям, которые для депутатов, министров, президента одни. Самоотбогачивайтесь, брешите, и все будет добро. Главное, делитесь. А для людей совсем другие. Они хотят растить своих детей, чтобы дети были счастливы в нашей стране. Честно, Пане Семене, что объяснять? скажіть, будь ласка, а чому лідери покинули мітингарів? От лідери цього мітингу, організатори. Чому не залишилися? А являются ли они для этих людей лидерами? То есть, я могу знать, что это депутаты, руководители определенных организаций. А вот лидеры ли они, я не знаю. Потому что те люди, которые находятся сейчас на площади Конституции, на протесте, у них лидеры військовые, волонтеры, люди, которые предприемцы. Там есть масса богато своих лидеров, которые четко знают, что они хотят, и не будут обманывать людей, говоря, что поражение – это победа. У нас этого в інтернеті хватає. Назвіть, будь ласка, імена цих лідерів, про які ви зараз говорите. Що? Імена, назвіть, будь ласка, цих лідерів, про яких ви говорите. Которые есть на протесте сейчас? Так. Смотрите. Например, сегодня выступали во время пресс-конференции представители добровольческих батальонов, ветеранов сбройных сил. Вот, например, Анатолий Виногродский, это второй командир батальона Донбасс. Например, чудовый такой військовый из Кропивницкого, ветеран 3-го полку спецназа. Військовый из батальона Айдар, фермеры там выступают сейчас, которые с 15-13 лет работают на земле, которых рейдерят, которых отбирают землю, но они все-таки делают все, чтобы у нас на столе был хлеб. Приходите, познакомьтесь с ними сами. Они не раскучные олигархичные медиа, но люди слушают то, что они говорят. Пане Семене, а от Михайло Саакашвілі, Сергій Лещенко, Мустафа Наєм і так далі, вони є лідерами цього мітингу? На данном этапе я тут не вижу Мустафу Наема и Сергея Лещенко. Я думаю, что они свою позицию четко вчера выразили. Я так разумею, что они себя с этими людьми разделяют. Что до Саакашвили, то сегодня я его тут не видел, но вчера, когда он выступал на митинге, имеется в виду общем, была підтримка, люди хлопали, значит, эта частина считает, что их лидер. Да, в принципе, это и не мудрено, потому что у нас сейчас там все слои общества, они поважают як військовых, як фермеров, земледельцев, так и успешного президента Грузии, который, в общем-то, свою страну вытащил из нищеты, и по сравнению с тем, что было, это, очень серьезный шаг. Там уважают всех людей дело, и круг этих людей достаточно широк.
Дякую за відповідь. От, пане Олександре, вважаючи на коментарі Семена Семенченка, я так розумію, що це вас назвали жартома гламурним активістом. Я правильно розумію? Цілком можливо, я не знаю, треба запитати у пана Семена. Маєте можливість запитати. Пане Семене, тут таке запитання виникло. Стосовно кого це було сказано? У нас в гостях зараз просто ще Олександр Лєвінов, перепрошую, чує всю розмову. Хочу підключити вас до розмови, Олександр. Повторите еще раз, у нас глушат связь, специальные машины стоят, которые глушат связь. Повторите, на что я должен ответить? Стосовно кого ви пожартували? Просто цікаво. Щодо гламурних лідерів, ліберального виду. Алло. Так, пане Семене, ще раз спробуємо. У нас в гостях зараз Олександр Лєвінов, головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. І от він вас питає, чи стосується його ваш жарт стосовно гламурних активістів? Я, на жаль, с ним не знакомый, возможно, я с ним встречался на радио, там был на 2 нарадах, но для того, чтобы мне сказать, подходит ли под шутливый термин, которым я оперирую в данном случае руководитель этой общественной организации, мне нужно с ним, наверное, встретиться. Поэтому, пусть, если будет ехать мимо Крещатика, заедет, с удовольствием с ним познакомлюсь. Если знаком, возобновлю знакомство, и вам могу сказать, перезвонить, является. Я прошу прощения, давайте говорить по серьезным вещам, а не искать, на кого повесить шутливый термин, который я использовал. Вас по протесту, по дальнейшим требованиям, что-то интересует еще? Пане Семене, це теж дуже важливі такі деталі. Саме з деталей робиться все велике. Чи могли б ви, раз ми зачепилися вже за цей жарт, ваш гламурні активісти, чи могли б ви по іменах назвати тих людей, яких от жартома можна назвати гламурними активістами? Просто нам цікаво для уточнення, щоб було менше води, більше конкретики. Возле Прізвище. Нам вистачить лише прізвище. И меня зовут люди носить дрова. Потому что правоохранцы не пускают, независимо на все заявления, людей с пенопластом, с водой и прочее. И тут народные депутаты, которых они не имеют права останавливать, выступают в качестве носильщиков. Пане Семене, ви ж уникаєте від питання. Просто назвіть прізвища. Я не думаю, что что-то есть обидного. Поэтому приходите сюда, я вам покажу людей, которые похожи на гламурных активистов. И, возможно, в отношении меня тоже кто-то пошутит, назовет там еще кем-то. Я думаю, что юмор вообще и улыбка удлиняет жизнь. Если быть слишком серьезным, то в том дерьме, в котором мы варимся, можно рехнуть. Дякуємо. Почули вас. Дякуємо. Дякую. Семен Семенченко, народний депутат України, був на